Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На краю! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Весной 45-го года бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии водрузили красный штурмовой флаг на куполе Рейхстага, ставший главным символом победы над фашизмом. Для каждого россиянина Знамя Победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира и нашего будущего. В составе знаменной группы лучшие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Право нести флаг Российской Федерации предоставлено старшему сержанту Антону Михайлову. Знамя Победы в руках старшего сержанта Дмитрия Монастырева. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Геннадий Звонков и Алексей Пасканный.
встречи слева. Накра! Под звуки встречного марша министр обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности войск Московского гарнизона к параду. Встречает министра обороны, главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков. В соответствии с порядком проведения военного парада министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 9 тысяч военнослужащих, в том числе более 1000 участников специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков направляются для приветствия слушателей военной академии сухопутных войск, курсантов военного университета и военной академии материально-технического обеспечения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Сухопутные войска на протяжении многолетней истории надежно стоят на страже Отечества. Воины-сухопутчики, как в суровые годы Великой Отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма, проявляют при этом храбрость, отвагу и несгибаемую волю к победе, действуют слаженно и решительно в самых непростых условиях. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты воздушно-космических сил. Летчики, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают надежную охрану воздушно-космического пространства страны, ежедневно способствуют продвижению войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Министр
Министр обороны приветствовал парадные расчеты военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии, ФСБ и МЧС России, кремлевских курсантов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты участников специальной военной операции Военно-морского флота, Михайловской военной артиллерийской академии, Всероссийского казачьего общества, воинов-железнодорожников, военнослужащих женщин и юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, юнармейцев и воспитанников Кронштадтского морского кадетского корпуса. Генерал армии Сергей Шойгу совершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к Параду Победы готовы. Генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни.
Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. 3 первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически 1 на 1 сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом, подчеркну, Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране. Искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. И духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания.
Спасибо. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Торжественному маршу! А батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Возглавляет торжественное прохождение парадных расчетов главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. С 1940 года открывает парады на Красной площади рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов.
Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. Знаменные группы сопровождает почетный караул 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, представляющий 3 вида вооруженных сил: сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. На марше воспитанники Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. В этом году училище отмечает 80-летие со дня образования. 3 выпускников училища в ходе специальной военной операции удостоены звания Героя России. На Красной площади воспитанники Тверского Суворовского военного училища. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Тунденков. За вклад в воспитание подрастающего поколения училище награждено Орденом Почета. На брусчатке Красной площади парадный расчет Калининградского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет капитан 1-го ранга Дмитрий Балакин. В учебном заведении воспитанники из 55 регионов России познают основы морского дела. Под руководством капитана 1-го ранга Николая Довбешко проходят воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Главная мечта кадет – стать флотскими офицерами. На марше представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Возглавляет парадный расчет начальник главного штаба движения олимпийский чемпион Никита Нагорный. Юнармейцы активно помогают ветеранам и поддерживают письмами участников специальной военной операции, служат примером для своих сверстников. Под знаменами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу, проходит парадный расчет участников специальной военной операции. Во главе строя Герой России подполковник Евгений Хабаров. Каждый военнослужащий парадного расчета – образец личного мужества и отваги. В строю 7 героев Российской Федерации, 24 кавалера Ордена Мужества. На марше слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-полковник Александр Романчук. В стенах прославленного учебного заведения получают академические знания многие участники специальной военной операции, будущие полководцы российской армии. Среди них герои Российской Федерации: Виталий Антонов, Степан Белов, Сергей Бойко, Алексей Мищенко, Энвер Набиев. Мимо трибун проходят курсанты военного университета имени князя Александра Невского, Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Сегодня университет является многопрофильным учебным заведением, став правопреемником 6 академий и военных училищ. Среди выпускников университета герои России: Евгений Бравко, Денис Скакуновский и Денис Сорокин, получившие это высокое звание в ходе специальной военной операции. На Красной площади Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Во главе парадного строя генерал-майор Игорь Горяинов.
Более 120 лет Академия осуществляет подготовку офицеров материально-технического обеспечения. 9 выпускников Академии за подвиги в ходе специальной военной операции удостоены звания Героя России. В парадном строю курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, главной кузницы кадров для артиллерийских и ракетных частей. Парадный расчет возглавляет генерал-майор Олег Егоров. Среди выпускников Академии 163 героя Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади парадный расчет военнослужащих женщин. Возглавляет парадный строй подполковник Мария Васильева. В составе расчета будущие специалисты войск связи, радиационной, химической и биологической защиты, психологи и переводчики, юристы и финансовые работники. На марше парадные расчеты воздушно-космических сил. Открывают прохождение офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Во главе парадного расчета начальник академии генерал-полковник Геннадий Зебров. Выпускники Академии продолжают славные традиции своих предшественников, вносят новые имена в боевую историю российской авиации. 12 из них удостоены высокого звания Героя России за личное мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Академия успешно готовит кадры по 57 специальностям, в том числе летчиков армейской авиации в Сызранском авиационном училище. Родина по достоинству оценила их вклад, наградив училище орденом Кутузова. Мимо трибун проходит парадный расчет Военно-космической академии имени Можайского. Возглавляет строй начальник академии генерал-майор Анатолий Нестичук. Сегодня учебное заведение по праву является главным вузом страны по подготовке инженерных кадров и других высококвалифицированных специалистов по управлению спутниковой группировкой и контролю космического пространства. На Красной площади парадные расчеты военно-морского флота. Впереди курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова во главе с начальником училища контр-адмиралом Вячеславом Сытником. Среди выпускников училища 4 героя России. Мимо трибун проходят курсанты Высшего военно-морского инженерного училища. Возглавляет строй начальник училища капитан первого ранга Андрей Клименко. Учебное заведение является первым военно-морским инженерным вузом в мире. 38 выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. По Красной площади проходит парадный строй морского корпуса Петра Великого. Командует парадным расчетом начальник корпуса капитан первого ранга Олег Игнасюк. Сегодня курсанты продолжают традиции своих предшественников, следуя девизу «Честь службе, Отечеству верность». На марше курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Командует парадным расчетом капитан первого ранга Павел Дудин. Среди выпускников училища 18 героев Советского Союза и Российской Федерации, 3 главнокомандующих военно-морским флотом России. На Красной площади парадный расчет Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во главе парадного строя начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Афонин.
Сегодня в стенах Академии готовятся кадры для управления самыми современными стратегическими ракетными комплексами с уникальными боевыми характеристиками, не имеющими аналогов в мире. Мимо трибун проходит парадный расчет Серпуховского филиала Академии Петра Великого. Его возглавляет полковник Сергей Семенович. Из стен учебного заведения выходят командные инженерные кадры для эксплуатации подвижных грунтовых ракетных комплексов. На Красной площади парадный расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маркелова. Парадный строй возглавляет полковник Сергей Молочников. Выпускники училища являются примером выполнения воинского долга. 181 офицер-десантник удостоен звания Героя Советского Союза и России. Из них 43 за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Парадный расчет возглавляет начальник института генерал-майор Михаил Чепик. Выпускники института стоят на страже государственной границы нашей Родины, обеспечивая ее неприкосновенность. На Красной площади курсанты военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет строй начальник академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов. В ходе специальной военной операции 4 выпускника академии удостоены звания Героя России. Мимо трибун проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Во главе строя командир бригады полковник Игорь Орлов. Сегодня воины-железнодорожники восстанавливают железные дороги в зоне специальной военной операции, обеспечивают бесперебойное продвижение воинских эшелонов. На марше личный состав военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй подполковник Роман Дунин. Военные полицейские с честью выполняют задачи по поддержанию законности и правопорядка в зоне специальной военной операции. На Красной площади парадный расчет орденов Жукова и Красной Звезды Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченков. Учебным заведением подготовлено более 75 тысяч специалистов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На марше военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии России. Возглавляет парадный строй командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов. В этом году прославленному соединению исполняется 100 лет. За заслуги по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в зоне специальной военной операции дивизия награждена орденом Суворова. Всероссийское казачье общество представляет парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского. Возглавляет строй казачий генерал Виталий Кузнецов. Более 30 тысяч казаков-добровольцев воюют в зоне специальной военной операции. За мужество и героизм 7 присвоено звание Героя России.
Завершают пешую часть парада курсанты прославленного Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом кремлевцев полковник Ярослав Гладких. За столетнюю историю в стенах училища подготовлено более 60 тысяч офицеров для сухопутных войск. Многие из них стали военными руководителями самого высокого ранга. Сегодня в зоне специальной военной операции подразделения и воинские части, возглавляемые офицерами-кремлевцами, успешно решают поставленные задачи. За проявленное мужество, стойкость и несгибаемую волю к победе более 5000 выпускников училища награждены государственными наградами. 17 удостоены звания Героя Российской Федерации. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии. По традиции открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует экипажем 34-ки старший лейтенант Александр Воробьев. На Красной площади колонна универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» и многоцелевых бронеавтомобилей ВПК «Урал» с дополнительной защитой 16-й гвардейской бригады специального назначения. Командует парадным расчетом капитан Александр Стоянов. Впервые на Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей КАМАЗ с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения, поиска и эвакуации личного состава с поля боя. Возглавляет колонну капитан Айрат Рахматуллин. На Красной площади колонна бронированных защищенных специальных транспортных средств на базе автомобиля КАМАЗ, предназначенных для перевозки личного состава в районах боевых действий и огневой поддержки в зоне проведения специальных операций. Во главе парадного расчета майор Александр Крипак. Боевая техника ракетных войск и артиллерии представлена высокоточными ракетными комплексами «Искандер-М» 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады и 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного вооружения Сергея Непобедимого. Возглавляет парадный расчет майор Иван Перминов. Сегодня воины-ракетчики своими внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне специальной военной операции. На
На марше колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го ордена Ленина краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России. Возглавляет колонну майор Ахмед Майсигов. Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими конструкторами, были полностью подтверждены результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Николай Голубев. Сегодня воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель в любой точке земного шара. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», остаются грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации. Завершают прохождение парадного строя боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Над Красной площадью знаменитый кубинский бриллиант в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Небо над Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. В финале парада военные музыканты сводного оркестра исполнят песню «Родная страна». Кого
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, совершается. Под звуки марша «Прощание славянки» оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 79-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником!